привет, ребят! В очередной раз я еду на пострелушки. Прикупил новые патроны, хочется пострелять. Давненько уже не стрелял, после прошлой охоты не брал карабин в руки. Сегодня будем также стрелять из карабина. Еду на старое место, где была пристрелка оптического прицела. Думаю, до туда съездить, подальше от села. Сегодня ветрено. Конечно, погода не для стрельбы, но хочется. Когда хочется, надо делать. Вот такие делишки. Ну все, ребят, я уже доехал до места. Сейчас все спотеет у меня окно. Короче, перед тем, как я выйду и буду бродить по сугробам, по снегу на лыжах, спотею, там отдышка, все это дело, я в двух словах расскажу, почему я здесь, почему я пришел на стрельбу. Раньше стрелял вот такими барнаульскими патронами. 9,4 грамма. Патрон лакированный, вот такой. 51 патрон на карабин Лось идет. А сейчас, вот в данный момент, я последний раз ездил в город и прикупил новые патроны. Новые патроны барнаульские. И смотрите, какая упаковка. Разница. Грамм, все это дело одинаковые, но упаковка вот такая синяя. Первый раз такое брал. Ну, до этого я брал 10 с лишним граммом, но экспансивные патроны, тяжелые патроны брал. Тоже такая пачка была. И сейчас вот такие пачки взял патроны. И смотрите, какая гильза. Вот. Как бы оцинкованная, но не лакированная, и все это дело. У меня небольшое сомнение есть, и я хочу это сомнение, чтобы развеялось у меня или что там. Одним словом, я брал на пострелушке раньше тульские патроны. Ну, похожи на это, только серого цвета они. Тоже не лакированная, обычная гильза. И эти патроны тульские с карабина бьют на отлично. Такая куча на 100 метров. А затвор у меня заклинивает на карабине Лось. Вот не хочу, чтобы это повторилось с барнаульскими патронами. Сейчас я выйду, заряжу все, магазин 5 патронов и постепенно буду стрелять. Будут какие-то задержки или заедания, все это я буду смотреть. Надеюсь, не будет. Если будет, это для меня беда. Я взял таких патронов 5 пачек, а обратно уже патроны невозможно сдать. Если как-то хочешь сдать, это идет через милицию, полицию, все это дело, разрешительная система, там бумажная волокита, короче. Надо попробовать, как себя покажет вот такой патрон. Буду стрелять, думаю, 50-100 метров. Ну, посмотрим, как по стрелушке пойдут. Там такие условия, не скажу, что хорошие. Там ни сиденья, ни, скажем, стола для пристрелки, ничего нету. Просто в полевых условиях буду стрелять. Так что сходим, посмотрим, как будут, как покажут себе патроны. 9,4 грамма, вот такие. Вспотел, пока туда-сюда бегал. Поставил мишень на 100 метров. Получилось за кустиками, блин. Сильный ветер, но не знаю. Сейчас постреляем. Попробуем новые патроны. Снег. Короче, яму сделал тут. В снегу сижу. Вот они.
какие-то белые. Не белые, а оцинкованные, оцинкованного цвета. Сейчас 2 раза выстрелю и сходим, посмотрим. Фу. Так. Сейчас. Ну-ка, разок. Так, в оптику не разглядеть пулю. Сейчас приближу. Правее вроде как пошла. Вот черная полоса с правой стороны. Сейчас еще второй выстрел. Вроде нормально гильза идет. Так. Чуть выше или что? Надо посмотреть, сходить. Бесполезно гадать. Так, одна пуля. А, ну да. 2. Видите, пошла. Думаю, первая пуля. Вот эта пуля первая. Круг у меня вот этот 5 сантиметров 5 миллиметров. А черная диаметр 9 сантиметров. Разброс где-то 3 сантиметра. Ну и выше пошли. Сейчас я целился примерно вот сюда. Вот сюда. Сейчас пониже выстрелю, посмотрим. Думаю, я здесь оставлю камеру лучше. Пусть снимает. Камеру оставила, включить забыл, блин. Вот смотрите, сюда пришли пули. Одна в цель, то повыше, а другая в сторону ушла. Дергая она, блин. Как другого варианта нету. В попыхах, пока 100 метров пройдешь там. Сейчас поменяю мишень и снова выстрелю. Что он упал, не понимаю. В гвоздь попал. По центру идет, но чуть выше. Так, ладно. Неплохо. Если по центру идет, значит пониже надо, под яблочку брать. Так, ну, сейчас поставлю еще на 200 метров, наверное, поставлю. На 200 метров еще поставлю мишень. Вот такую коробку еще на 200 метров поставлю дальше. И буду стрелять, что получится. Так, на 100 метров ясно, понятно, под яблочку стреляй. Чуть выше под яблочки надо. Ой, блин. Сердце колотится. Не вижу даже, блин. 190 метров, вторая мишень.
Не вижу я его. Уф, вспотел, блин. Надо подостыть. Все равно все шатается, сердце бьется. Где вторая мишень-то? Мне отсюда не видно. А, вижу. Чуть в стороне. Сейчас еще по второму мишени упахну. Он далеко, очень далеко. Получается, у меня сотка тут, сотка и вдали вон 190. Хотя бы в коробку попасть сейчас я стрельну разок. Там пойдем посмотрим. Где-то пуля прошла, но выше пошла, что ли. А, есть контакт. Вот он. 190 метров. Вон сюда попал. О, круг 9 сантиметров. Неплохо. Сейчас еще один выстрел сделаю. Короче, целился в середину. В яблочко. И пришла пуля чуть-чуть ниже. Вот сюда. — 190 метров. И так еще 190 метров. Чтобы знать, дома прикидывать. Ну, еще выстрел сделаю. Самое главное в этом деле, моя задача проверить патрон. Патрон, в принципе, это с этой гильзой неплохой. Это мешает нам. Патрон втыков нету. Затвор нормально ходит. В принципе, я доволен. Барнаульский патрон нормальный. С Тульским уже проблема у моего карабина. Вот так. Ну, сейчас еще по выстрелу сделаю. Хочется еще пострелять. На сотку буду стрелять и на 190. Дальше, в принципе, горизонт там, не знаю, не буду туда вставлять. Здесь, если пуля-то в деревья идет и в землю, там холмики кругом. А дальше уже невозможно ставить. Хочется еще на 250 выстрелить, но пока не буду. Пока не буду. Потому что дальше небезопасно. Ружье куда-то вон туда дальше идет, может кто-то из охотников ходит. Сейчас отдышусь. Дальше стрельнем. Все четко, ничего не задевает. Барнаульские патроны 100% подходят к карабину Лось. Запах пороха немножко похож на сокол. Чем-то похоже на сокол. Сейчас дальше на стрельну также 2 патрона на 190. Примерно так. Такая рогатина самодельная, но неудобная, блин. Ай. Так. О, далековато, конечно. Сейчас 100 метров, после 190, 100 метров уже как будто здесь, под руками. Ну, вообще близко. 190 уже. А когда на 50 стреляешь, сотка как будто далековато. Ну, 190 сейчас еще бахну.
Может быть, не попал, но целился в середину, в центр. Еще разок. Блядь. Что за хуйня? Патрон закончился, что ли? Ой. У меня патрон закончился. Патрон летит только в путь. Не успеваешь заряжать. Ну-ка. Еще разок. Реально там, блин, ствол так немножко шевелится от биения сердца, так, ствол так. Ладно, сходим, посмотрим. Стрелять. О, целишься с одного положения, там несколько выстрелов сделал, там, настроил оптику на это положение, потом уже стреляешь с другого положения. Чуть не так встал, уже пули начинают по-другому лететь. Много факторов там влияет на эту стрельбу. Сейчас глянем. 190. Главное, чтобы в коробку попасть. 190 там белая мишень не так ясно видна. Ниже ушли. Чего? Вот кто может на этот вопрос ответить, почему так пули пошли низом? Не знаю. Тоже ниже пошли. Фиг знает почему. Аккумулятор разряжается, ребят. Уф, вспотел, пока дошел до машины. Пусть немного погреется машина. Короче, стрельбу мы закончили. Ну что сказать, два слова. Сегодня я отстрелялся на 2, 2 с минусом даже. Я не взял цель, которую я хотел. Даже в 10 я не попал сегодня. Туда-сюда пули шли, но не в цель. Почему не пришли? Я думаю, из-за того, что упор плохой. Рогатину я сделал из тонкого прутика. Это полная фигня. Я больше этим заниматься не буду. Если уже вместо рогатины, лучше вместо этого сошка двуногого одну рогатину сделать потолще. Прижаться к дереву и так с упора стрелять. Но не двуногий. Это фигня. Мне не понравилось. Ну, в этой стрельбе я еще для себя взял такие нюансы, что пуля с 50, я последний выстрел еще сделал без камеры с 50 метров. В середину я выстрелил в цель, но чуть-чуть повыше попал. Значит, 50 метров с карабина надо стрелять в яблочку. 100 метров от середины на 3 сантиметра ниже, это со 100 метров. И 190 метров еще дистанция у меня была. Надо стрелять в середину, в центр. Но там тоже у меня основная пуля влевее ушла, но это от меня зависит. Карабин тут ни при чем. У меня все шатается. Поэтому такая стрельба у меня вышла. В следующий раз буду стрелять в более спокойных условиях, с упора,
со стола, возле первой избы может. Но в таких условиях перебежками, стрельба получается в реальности такая же, что и когда ты птицу стреляешь, не попадаешь. Вот причина в этом. От стрелка зависит, все шатается. Отдышка, сердце, ну как будто отдышки нету, я успокоился, но от сердцебиения все равно вот так ствол вот так шатается. Надо упор, жесткий упор для карабина, чтобы нормально попасть. Может, я такой человек, не попадаю. Посмотришь в ютубе, там стреляют, пуля в пулю попадает. Не знаю, как они стреляют. Или монтаж как-то делают. Немножко людей обманывают. Всякое может быть тоже. Вот. Одним словом, патрон. Этот патрон мне тоже понравился. Все четко. Без осечки, без утыкания, без заедания. Затвор, все нормально шло. Я чего боялся? Ну, зря, короче, я боялся этого. Просто были случаи с тульским патроном проблемы. Вот такой цвет гильзы мне не нравится особо. А так, разброс, в принципе, 3 сантиметра, 3,5. Это вот так. Но, короче, все. Я недоволен своей стрельбой. Ставьте 2 мне за эту стрельбу. Я соглашусь с вами, зрителям. Надо стрелять лучше. А эта стрельба, ну, потренировались, надышались свежим воздухом. Что я еще добавлю? Следите за обновлением видео, еще по стрелушке буду. Патронов я набрал немало. Закончится, снова купим. Пока патронов дефицит нету. На 51-й патрон очень много видео даже. Больше 39-го меньше. А у 51-го там завалите этих патронов. Но я стреляю только барнаульским. Пока ничего менять не буду. Вот так. Ладно, ребят, я сейчас поеду домой. Всем спасибо, кто досмотрел. И до новых встреч. Машины едут в город. Сегодня выходной, воскресенье. С деревни. Все, пока. января, на улице дождь пошел. Вот такая зима, ребят, в Коми Республике в этом году. 2020 год, 12 января.